Свой третий день пребывания в Ингушетии гости из Свердловской области посетили мемориальный комплекс жертвам репрессий. Уже с первых минут экскурсовод знакомит их с самыми значимыми событиями истории Ингушетии. Рассказывают о последнем защитнике Брестской крепости. Брестская крепость и последний герой Брестской крепости. Я наполовину белорус, я там бывал неоднократно, и я много раз слышал эту историю. И как-то не очень сильно придавал значение тому, а какой национальности был тот человек, который был последним ее защитником. Сегодня я это увидел, и как наполовину белорус, наверное, больше всего это и запомнил. Здесь же почтили память павших героев Великой Отечественной войны и жертв политических репрессий. В церемонии возложения цветов приняли участие представители делегаций и Министерств культуры и национальных отношений республики. После возложения цветов делегация Свердловской области направилась в музей мемориального комплекса. Здесь вниманию гостей представили ценные материалы о годах депортации, предметы быта, которые удалось сохранить с тех времен. Также подробно рассказали и о представленной фотовыставке и картинах известных художников. Картина, которая называется «Изгнание», да, в толпе уже женщин с котомками, с спинами, да, старики, дети. Люди начали потихоньку выходить. Мемориальный комплекс – не первая достопримечательность республики, которую посещает делегация Свердловской области. Накануне они побывали в башенном комплексе в Джайрахе. После увиденного гости с удовольствием делятся своими эмоциями. Очень красивый комплекс, очень эмоции переполняют на самом деле. То есть я, если честно, даже не ожидала вот таких впечатлений. Все, что мы здесь увидим, насколько все это проникло в душу. И, очень сильные эмоции. Смотрели башни, мы постарались побывать чуть ли не в каждой башне. То есть нам рассказывали историю семей, историю, с чем это связано, как были разрушены. Но нам с погодой очень сильно повезло. На самом деле весь наш коллектив, кто приехал от театра, то есть переполнены эмоциями очень сильно. И на самом деле для нас это какое-то открытие. Ингушетия и Свердловская область уже давно поддерживают теплые дружественные отношения. Между регионами было подписано соглашение о сотрудничестве торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. После визита ингушской делегации в августе прошлого года правительством Свердловской области было принято решение посетить республику ответным визитом в марте 2019 года. Сейчас между регионами обсуждаются вопросы развития туризма и архивного дела. Также областная газета Свердловской области, которая, к слову, является самой главной и большой среди региональных, будет подписывать соглашение с газетой Ингушетии. Говоря, первое соглашение между региональными изданиями. До этого мы не подписывали таких документов. У нас есть лишь одно соглашение, подписанное с российской газетой, об обмене информацией и взаимном предоставлении авторских прав. Это очень серьезный документ, который позволяет нам, как журналистам, взаимодействовать в правовом поле, которое сегодня очень жестко регулирует отношения, связанные с предоставлением прав на материалы, фотографии. И почему мы это подписываем именно здесь? Потому что надеемся на то, что будем много и плотно взаимодействовать с журналистами Ингушетии. И очень важно, конечно, обмениваться контентом. В завершении экскурсии по комплексу гости и представители министерств и ведомств Ингушетии сделали памятные фотографии на фоне экспозиции мемориала. Не случайно следующей остановкой стало Министерство культуры республики. Ведь главная цель визита делегации – соглашение между Управлением архивами Свердловской области и Министерством культуры и архивного дела Ингушетии. Здесь же они поделились своими впечатлениями о республике. Что касается наших впечатлений, я думаю, что вот общее мнение выражено самое потрясающее. Еще и туризм. Эльмира Наильевна, она возглавляет Центр развития туризма, и как раз она единственная, кто уже у нас отработался по полной. Вчера у нас была очень хорошая презентация, если мы только горы смотрели, она еще и поработать успела. Вчера у нас была прекрасная презентация, она провела встречу с туроператорами Республики Ингушетия, договорились об очень хороших, серьезных вещах. Это и экологический туризм, это и оздоровительный туризм, это и познавательный туризм, и образовательный туризм. Церемония подписания исторически важного документа для обоих субъектов России прошла в теплой атмосфере. Участие в ней приняли представители делегации и работники Министерства культуры и архивного дела Ингушетии. Александр Капустин, начальник управления архивами в Свердловской области, отметил, что такому важному событию для регионов предшествовали годы плодотворной совместной работы. Я убежден, что сейчас, скрепив наше намерение
сотрудничества подписями на данном соглашении. Мы с вами будем еще активнее работать с целью сохранения прошлого наших народов, с целью развития его будущего. Нас очень многое объединяет, и вот даже сегодняшняя экскурсия выявила точки соприкосновения, где мы можем с вами очень хорошо и очень полезно для наших народов работать. Я убежден, что будущее у нас с вами будет очень и очень хорошее. В свою очередь, министр культуры и архивного дела Республики Микаэл Базоркин поблагодарил гостей за содействие в укреплении отношений между Ингушетией и Свердловской областью. Такого рода соглашения между субъектами Российской Федерации способствует укреплению и нашей страны, нашего государства. И спасибо еще раз вам за ваше время, за ваше целеустремленное отношение к своей профессии, ваш патриотизм. Делегация Свердловской области пробудет в Ингушетии до 29 марта. Гостей республики продолжат знакомить с национальной культурой. Также запланированы различные концертные и театральные программы. Диана Дударова, Джамалел Тамасханов, Новости 24.